Когда Хадиджу перевозили в колонию, она говорила, что не падает духом. Мать журналистки Эльмира Исмайлова не верит в то, что власти Азербайджана решат освободить ее дочь. Ей остается только надеяться, что тюрьма не сломает Хадиджу. Я очень по ней скучаю. Прошел год, а мне кажется, что прошло 5. Дом всегда был полон журналистами, работа кипела. Хадиджа им помогала вести расследование. Теперь дом опустел. Но ее друзья продолжают меня поддерживать. Я себя подготовила к тому, что ее не освободят до окончания срока заключения. Когда ее переводили в колонию, я говорила с ней по телефону. Она сказала, что все в порядке, и чувство юмора пока ее не покинуло. Она остается все такой же свободомыслящей и ни за что не свернет со своего пути. Хадиджа Исмайлова не боялась ареста. Она вернулась в Баку, несмотря на то, что ее неоднократно предупреждали, что она отправится в тюрьму, если приедет в Азербайджан. Она платит своей свободой за то, что она писала. Она писала о коррупции на самом высшем уровне в Азербайджане, на уровне семьи, которая правит сегодня Азербайджаном. И это позор, что она сегодня находится в тюрьме. Сильные лидеры, президенты не сажают журналистов в тюрьму. В результате журналистских расследований Хадиджи раскрыты коррупционные и офшорные схемы, связанные с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева, более чем на $600 миллионов. После ареста и 10 месяцев, проведенных под стражей, Хадиджу приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав виновной в растрате, неуплате налогов и доведении до попытки самоубийства. Адвокаты Хадиджи Исмайловой предоставили доказательства ее невиновности, но суд предпочел не принимать их к сведению. Мы не можем ее заменить, и мы скучаем по ней. Но мы обещали делать расследование все эти 7 лет. Пока она в тюрьме, множество людей будет работать над историями. Мы не перестанем, мы будем делать еще более интересные истории. Последнее слово Хадиджи Исмайловой в суде. На скамье подсудимых со мной должен сидеть президент Алиев. Она не ждет милости от властей и призывает тех, кто остался на свободе, продолжать расследование. А дома ее ждет мать. Она верит, что даже после всех пережитых испытаний Хадиджа останется собой. Катерина Кочкина, «Настоящее время».